Я спробую трошки розповісти про археологічний шлях Александра Николаевича. Ну, на жаль, конечно, могут быть хибы, некие помылки и недокопы, но если будем рихтовать эту публикацию, то мы это выправим. Так могло статься, что Александр Николаевич, максимум бы и не пошел в археологию. Вот тут я уже не ведаю, может тут семья откажет, что примусило его в 1969 году поступить на Институт замежных мов, на перекладческий факультет. 3 года Александр Николаевич учился на этом перекладческом факультете, покуль не зрозумел, это не ему, да? Есть заява, где он специально пишет. Я проучился 3 года и зрозумел, что английская мова мне не дается. Але все життя я могу заниматься историей. И вот ее переводится у 72 году на исторический факультет БДУ, ну, где одразу начинает заниматься на кафедре археологии. Тому первая экспедиция, можно слайд, первая экспедиция здарилась у его довольно поздно, это уже в возрасте 21 года. Это был 1973 год, раскопки Рогачева в Гомельской области. Экспедиция под керівництвом Эдуарда Михайловича Загорульского. Это та экспедиция, которая стала для него первой, ну и, скажем, обозначила шлях его на его все життя. Или можно далее. У наступным году, в 1974-м, отбываются раскопки у Минску, где Александр Николаевич працує, ну вот, скажем так, как классичный лаборант молодый, это и физичная праца, это и замалевка, фотографование, праца на нивелиры, ну, короче, такие звичайные пакет, такие молодые, які роблять все. И там же починается его праца, или можно далее, ну, да, тут некоторые такие працовные фотоздымки Александра Николаевича, можно еще далее. Ну, знову, который, конечно, довольно шмат фотоздымками, на это вот из Минской экспедиции 1974 года досталось. И наступное. Тут Александр Николаевич починає займатися дендрохронологией. Ну, не все ведают, кто ведает Александра Николаевича, что свою дипломную працу он как раз рихтовал по дендрохронологии Минска. И им, вот он брал эти спилы навыки, зараз заховываются у музея исторического факультета. Вот, и по им он створал некую шкалу. Когда, конечно, что это не вышло, можно дальше слайд. Ну, все выники этой працы Александра Николаевича, на жаль, застались только у его дипломной працы. В 1975 году отбылся такой перепылочек, потом сходил у войска, ну, на счастье только на сборе. Вот. 1976 год это был снова Рогачев, где он выполнил уже такие чисто лаборантские функции. Далее. А с 1977 года начинается такая эпопея знаковая для экспедиции исторического факультета. Под керівництвом Эдуарда Михайловича Загорульского отбываются шматгодовые раскопки на городище Вищин. Это с 1977 по 1985 год. В принципе, все супрацовники кафедры прошли просто этой экспедиции, открыли уже имели свои раскопки. Ну, те из вас, кто ведает про это городище, вы ведаете, что это просто шиковные материалы, его покоя. Ну, просто мара археолога спали на 13-м году городища, а которое осталось законсервованным, или что-то не обновилось. И видно шмат добрых разнакопок. Ну, калиборный далее. Да, есть некоторые там фотоздымки, это удельники экспедиции. Тут можно убачить и Валентинову Черепцевича, конечно, Эдуарда Михайловича Загорульского, и выкладчики, які потім пройшли в этнологию, Александр Иванович Кушнир и Павел Всеволодович Терешкович. Ну, матч-мотор, можно далее. Александр Николаевич уже, ну, я могу помиляться, але, здається, вот уже когда вот у него были свои раскопки, але кожный год тягнуло его на это городище, бо оно, правда, было таким эпицентром
притягнення усіх університетських, ну не тільки університетських археологів. Можна далі? Да, знову доволі шмат снимков. Наступным. На этом городище, можно так сказать, сформовались его сябровские относины шмат такими людьми. Там менавіта, вот, напевно, закалялась это сябровство с Валентином Наумовичем Гарцевичем. Ну и, наколькі я ведаю, это была первая экспедиция, можно наступную сказать, куда Александр Николаевич привез свою молодую жонку. Да, вот она сегодня тут так само присутничает. Напевно так, вот. Так, где-то там и здарился. Можно далее? В 1979 году Александр Николаевич открыл риск и раскапывая курганный могильник разом с Валерієм Касвильовим Толкачевича першие. На жаль, не удалось нам найти никаких иллюстраций, но можем еще пошукаем. Ну, про это раскопки Александр Николаевич рассказывал цікавую историю, что курировал их секретарь райкама партии, там другий, третий, и який весь час переживал, что, ну, особливо на початку раскопок, что коли знойдут нечто вельми доброе, то приедет Эрмитаж и все заберет. Эрмитаж, ну, на счастье, ці на горі нічого такого вельми судовного не знайшли, тому знаходки засталися, да, у Лусинском районе, зараз там у Лусинском музее и заховывается. Не Эрмитаж на Лузовне, а раскопки оказались, благодаря в этом же году, в 79-м, начинается эпопея, такая вот, это, я думаю, что это, напевно, головная частка працы Александра Николаевича. Это его шматгодовая супрацовница с Валентином Наумовичем Гарцевичем и вот совместные их раскопки курганов. Спочатку это были раскопки на Рогачевщине с 79 по 85 год. Я так чисто может перелечу, заминать час. Спочатку це могильник Мотора, який розкапався спочатку ще під листом Едуарда Михайловича Загорульського, потім вже листом Валентина Наумовича. Можно наступне. Один из самых богатейших могильников Колявёзки Юдичи. Там были шикованные материалы, ну, можно другие слайды наступне. Ну, напевно, головне, що примусило потім поменять локацию экспедиции, это то, что это была бандитская вёска. Ну, такая самая бандитская вёска в районе. И экспедиции со студентами имели там девизные проблемы. Александр Николаевич рассказывал шмат цікавых историй. Доводился просто оборонять лагерь, який знаходився в осаді там місцевих колдарів. Ну, так ви, може, і засталися пане в этой вёсці, але наступний слайд. Переехали на вёску с таким цікавым названием Годиловичи. Вот. Стало материалы богатые долей. Вот это колосы. В колосах, махчима, одно цікаве було поховання. Ведаете, да, чудовно, что курганы все-таки ранее копали просто, ну, курганом на снос, не площади, потому что мачты углубляли, але вот все-таки под одним з курганов, знайшли вельми цікаве поховання. Трупа падіння у горшочку, было перекрыто іншим горшком. Вот. Это знаходилося под курганом. Ну, датоване, що в 7 столітті. Наступне. 2 года копали на могильнику Веточка, 83-4. Наступне. И 85-й это Цагельня. Могильник, но оказался вельми бедным. И Максима бы и далее бы протягивались там раскопки на Рогачевщине, але, на жаль, Чернобыль скорректовал планы. Там была такая история, что планировались далее раскопки на Рогачевщине, бо партийные органы, ну и керівництво университетское сказало не поднимать панику, что все добро, але, дякую Богу, были физики у нас в университете, и дослали туда лаборантов с дозиметром, и они померили место будущих раскопок, сказали, что нет, хлопцы, вам туда ехать нельзя. Но там фанило вельми моцно, на жаль, там как раз выпали дожди, радиоактивные. Тому з наступного года,
перебирається наша експедиція у інший район. Так само експедиція Рабцевича і Плавінського перебирається у Борисовський район, Горавець, можна далі. А потім з 87-го року ще далі на Північний Захід перебираються вони на Мядинщину, де вони працюють до 93-го року. І от в час досліджували 5 могильників. З таких так само є такі доволі цікаві матеріали, можна далі. Наври, да, вже відомі, дякуючи Миколаю Олександровичу, який протягнув там дослідування, і зараз Вікторія Тарасевич, копать где-то помнит, можна далі. Він багатий могильник Новоселки, це фактично вже ускраєш Мяділа, зв'язку вже не існує. Самый очень богатый могильник. И дали на Галке, ну, пиздец, я оказался могилой. Дали Милты, 2 года были раскопки, в 93-м. Ну, а в 94-м году можно, я так разумею, что Александр Андреевич Горенченко уговорил переехать Валентина Новича Александра Николаевича на Брасовщину, где он уже проводил раскопки. Ну, там такая была знаковая экспедиция, шмат учил. Ну, во-первых, это была совместная, фактично, был совместный лагерь у всех наших студентов. Фактично, вот там были герои Александр Ильич Горенченко, Валентин Алексеевич, Александр Николаевич Плавинский. И там были высокие гости. Это был Казимир Годловский и Михаил Парчевский. Как раз приезжали со студентами в эту экспедицию, она такая принималась международная. Ну и для нас с Николаем Плавинским так само знаковая. Это была моя первая экспедиция студента, а и Колю маленького еще вот такого вот. Да. Папа первый раз взял в экспедицию. Ну тут все свои, вот, Коля памятник приходил до студентов, глядел, я пил водку. Вот. Ему было еще нельзя, но уже нет его души за ну, вот, это вот первая экспедиция на Брасовщину. Александра Николаевича, курганы, Кухля, можно далее. Ну, так само не шмат на Тазбинков, можно далее. Далее, 95-й год это был провальный для университета, потому что не было финансования, только Александр Андреевич Гореченко была великая экспедиция. В 96-м году мой Копса, так само уже шмат поверхности, дякуючи Николаю Плавинскому, его публикация. Можно далее. А Кремовцы, 97-й год. Можно далее. С 98 и до 2003 года уже меняется локация и раскапываются курганы Колявецких Торчичек Березовского района. Это уже усход Минской области. Там шмат цікавих знаходок, можно далее. Ну вот, на жаль, после 2003 года уже спиняется вот эта эпопея по раскопкам курганных подвижников. И Александр Николаевич принимает активный удел у экспедиции інших археологов и помогая им у доследований. Ну, одним из знаковых это были раскопки финально-политичного поселища Ковальцы под керівництвом Віктора Степановича Буковского, який, на жаль, вельми рано прийшов від нас. Это подгородний, великие долгие экспедиции. Тут уже шмат, тут на фото, кто зараз уже является такой молодью нашей археологичной. Это экспедиция в 2007 году Александр Николаевич долучается к экспедиции Александра Ильича Гореченко в Рачуке по Братовском районе, но на Братовщине. Вот далее. У 2008-2009 года Александр Николаевич делает у великой группы археологичной, яка веде праці на місці будівництва Грозинської гідроелектростанції. Там знищалося шмат помників, ну вот то, що вдалося дослідувати. Александр Николаевич так само керував розкопками двох поселищів. Там були велізні праці були зроблені. Можна далі? Ну, так само, да. И он, да, варто отзначить, что Александр Николаевич не просто копал, он все это учил. Это я вот так вельми добро памятаю, что все лаборанты, они
мають свої веди, і на це вельми часто дякуючи Олександру Миколаївичу, який може мог і трохи нервуватися, коли там вони внешне не розуміли і тупили після веселої ночі, але ну, все ж таки вчилися. Можна далі? Да. Тупинки. Можно далее. У 2008 году Александр Николаевич принял удел в выездной экспедиции. Ну, мы вывезли студентов в Польшу. Неподалеку от Варшавы отбывались наполнительные раскопки, и вот наши студенты принимали сам удел. Возле городка такого Жерарду Александр Николаевич там пировал великой группой наших белорусских студентов. Далее. Так само параллельно з іншими розкопками Олександр Николаевич приймав уділ у дослідуваннях на былой вулиці Гандлёвой и побач ее, там, в Кирилловой выходе, место, где вот была такая старая застройка, якая, ну, была просто, ну, скажем прямо, знищена. И вот там были добрые, вельми, там, цікавые слои, и там, зараз это улица Зыбицкая, это головная тусовочная улица города Минска теперь. Ну, колись она вот так вот выглядала, но, на жаль, вельми шмат что возможно. Там вот отбывались раскопки, в яких сам принимал дел Александр Николаевич. Да, вот это вот Зыба, как ее называют, кто из вас любит потусоваться, да. И наступный слайд. В 2010-2011 году мы разом с Александром Николаевичем удзельничали в экспедициях Марата Васильевича Кремова. Знову ж это зона будівництва ГЕС, тільки інший, Полоцька, вельми цікава сім'я, гучна. Далі. У 12-14 годах знову ж разом з супрацовниками Академії наук тут дослідували комплекс археологічних селищ і курганної могильні для вёски Перули Добшицкого района. Это довольно ранний комплекс, я могу, Андрей Вячеславович может поправить, он в 9-10 столетии, может там трошки ширей датования, лет. А поздняя экспедиция, вот такая была разом с Александром Андреевичем Николаевичем, там это городище Подваренко Братславского района в 2013 году. Далее. Цікаві розкопки знову на звене Калядовський Слудашиш Шумилинского, знову під керівництвом Марата Васильевича Кремова. Это знову в межах программы по будівництву гидроэлектростанции. Ну, далее. Ну, я думаю, уже больше середньовечников ведает про такой комплекс Кордон. Некоторые экспедиции принимал удел наши студенты, и так само вот Александр Николаевич у 16 году был одним из керівников этой практики. Ну и опошняя экспедиция, она такая, может, знаковая трималась, потому что поехали разом батька и два его сыны. Вот. Это мы вернулись на Тейнауре, там раскапывались курганные могилы, плюс еще там Владимир раскапывал селище. Вот. Ну, вот это такое, можно такое отдалось подсумование працы Александра Николаевича. Вот это справді такой пленный. Тут правильно Александр зазначил, да, что есть такие археологи-теоретики, ён был археолог-полевик, але зробив він вельми шмат, ён был наставник, он шмат чему научил и меня, и усіх, в принципе, я думаю, тих, хто вийшов з кафедри археології нашого університету. Ну, але одним, видать, з головних виників ягоного життя, можна наступний слайд, я лічу ось гэта, да, это два ягоні сини, вот, якими батька по праву може ганоритися, навіть ён не з нами, ну, але яны, мені здається, у його отрималися, вельми добре. Великий дякую.